Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Община мусульман. Минуло 1447 лет и начался 1448 год, с тех пор, как благородный пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переселился из Мекки в Медину, совершая хиджру. То обстоятельство, что любимый посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был вынужден покинуть свой родной город, на первый взгляд может показаться проигрышной ситуацией, провалом и унижением. Но на самом деле этот момент стал отправной точкой в деле успешного становления ислама и возвышения мусульман. Это еще раз доказывает, что нельзя судить о чем-либо лишь на основании того, что лежит на поверхности. Нередко бывает так, что для человеческой души что-то тяжко и ненавистно, но с этим связано множество благ, а порой, лишившись чего-то привычного, ты получаешь взамен нечто более ценное и прекрасное. Этот переломный год, в котором благородный посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершил хиджру, был в дальнейшем выбран авторитетными деятелями мусульман для начала летоисчисления и лег в основу мусульманского календаря. Известный хадисовед Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, подробно разъяснил причину, из-за которой именно хиджра стала точкой отсчета для мусульман. Он отмечает, что начало года можно было связать с 4 ключевыми событиями, связанными с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Одно с годом его рождения, другое с годом начала пророчества, третье непосредственно с хиджрой и 4 можно было связать со смертью пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Год рождения и начало пророчества не были выбраны в связи с тем, что не было точно установлено, когда произошли эти события. По этим датам были некоторые разногласия. Между тем, хотя год смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был доподлинно известен, все же эта идея была отвергнута, так как ежегодное напоминание о смерти любимого посланника, саллаллаху алейхи вассалям, добавляло бы скорби, напоминало бы о том, что его уже нет с нами, и это обстоятельство приводило бы людей к печали, унынию и душевному спаду. Оставалось только 4-е, год хиджры, и на него пал выбор. Месяц Мухаррам стал первым месяцем в году, потому что именно в этом месяце посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, намеревался совершить хиджру. Помимо этого, месяц Мухаррам следует сразу за месяцем хаджа. И во время хаджа по обыкновению все руководители мусульманских земель собирались в Мекке и обсуждали, какие успехи были достигнуты за прошедший год, и строили планы на следующий год. Община мусульман. Когда переходишь из одного года в другой, это все равно, что переходить с одного берега на другой по разделяющему их мосту. Ты оставляешь позади себя значительный отрезок жизни и вступаешь в новый этап, не зная, что тебя ждет впереди, что может с тобой случиться, как сложатся твои дела. Неизвестность будущего должна наложить свой отпечаток на твой образ жизни, и ты должен увидеть все другими глазами. Нет в могилах ни одного человека, который знал бы свое будущее, и нет среди них ни одного, чьи планы не нарушила бы смерть. В силу этого необходимо искренне покаяться в прошлых грехах, а относительно будущего Аллах должен видеть в нас стремление к праведным делам. В некоторых случаях благие намерения лучше даже, чем сами деяния. Между тем, мы не должны забывать, что сейчас находимся в одном из тех прекрасных месяцев, который почтил сам Аллах. В хадисе даже говорится, что этот месяц – месяц Аллаха. Сказал любимый посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: после Рамадана лучшим месяцем для поста является месяц Аллаха Мухаррам, а лучшим из намазов после обязательных является ночной намаз. В контексте поста особенно выделяется 10-й день месяца Мухаррам, это день Ашура. В хадисе говорится, что тот, кто постился в этот день, получит прощение грехов прошлого года. Также мы должны помнить, что Муса, алейхиссалям, был спасен в этот день от фараона. Если всякий нечестивец и богохульник считает, что может каким-то образом уклониться от наказания Аллаха, он сильно заблуждается, а те, над кем совершаются неправомерные действия, если думают, что так будет всегда, то тоже ошибаются. Да сделает Аллах для нас полезным услышанное сегодня. Пусть наше будущее станет лучшим, чем наше настоящее и прошлое.
Да сделает Всевышний Аллах этот год, в который мы вступили, годом благих перемен и добрых вестей для мусульман. Аминь.